severin. Tādus salkās. Да. Ва-ва-ва. Наводнение начинается, Ванька. Нет, мейкапе. А. Илья Вискач на новоснимата. Илья Вискач. Да, ты тяли звонит туда. Teillä nikчötle. Гортеноlan. Понятно. Ладно, Делька, мумный коле. Час знакомас. Ne, suutsensa. Товнер полюштасы еще. Да. Ладно, давай, там течение дну вас. Всем привет! Перешел речку. Короче говоря, с вчерашнего дня вода начала подниматься с бешеной скоростью. Лодка надежная, сам делал, строил, поэтому смело перехожу. Самое главное, чтобы опасной волны не было. Вот. Ладно. Сегодня у нас будет вторая охота. Также с ночевкой схожу на болото, в шалаш. Посмотрим. Все как будет. Поснимаю. Вот так. До шалаша мне идти минут 40, ну час, грубо говоря. Такой спокойной походкой. Погода сегодня радует, немножко облачно, но нет такого ветра, как в прошлый раз. Ветрище, дождь, хотя днем был снег сегодня сырой, дождь начинался. Ну, переменчивая погода. Ночные заморозки еще у нас прошлые. Вчера, ну вот эту прошлую ночь я переночевал дома. Получается, позапрошлую ночь я был на болоте, потом эту ночь дома, и сегодня снова иду на охоту. Вот по такой дороге. Идти хорошо. Прям, знаете, вот просто поход для души. По тайге, по лесу. Здесь сосновый лес, ягель. Все отлично. Вот, пожалуйста, тут такой бугорок и очень много березовых, не березовые, а брусничные листы. Сейчас самое то время собирать именно весной.
как говорят, весной она полезная и она не чернеет. А осенью брусничные листы я начинал там сушить, он просто чернеет и негодным становится. Как вы знаете, прошлую охоту я добыл 2 утки. Сегодня мы готовили. Очень вкусное блюдо получилось. Немножко в телеграме я выложил, как я это тушил там. Ну, показал именно процесс так коротенький. Сперва, в общем, затушил тут в духовке утку с луком, с лавровый лист добавил с Абхазии, которые еще привозили. Очень вкусный лавровый лист. Лук, перец, морковь еще немножко добавил. Вот так где-то 2 часа там томилась. О, ветерок. После этого туда добавил картошку и воды чуть-чуть. Такой бульон получился. И широконоский. В принципе, вкусная утка. Нормально. Нырковые чуть-чуть. У нырковых другой запах. Такой морской. Пока шел, вообще ни одной утки не было. Ни одной. Тишина. Сапоги, блин. Хрустят, как будто по снегу идут. Там уже шалаш наш. Очень много куликов. А уток, как ни странно, вообще нету. Проясняется немножко. Погода, в принципе, нормально. Только добираюсь. Ветер западный. Наконец-то дошли мы. Все плавает, видите? Вот так. Все плавает. Это не так хорошо. Вот так. Как оставляли, все так и есть. Ну все. Мы на месте, будем ждать утку. Все отлично. Вот. Опа. В тесноте, да не в обиде. Так. Сейчас передохнем. Чай глотнем. Все. Как оставлял. Он там гусиные чучела пропилял у меня еще. Вон они. Где-то штук 25 таких профилей я красил так, строил, изготавливал. В общем, перестал этим заниматься. Для этого надо, чтобы гусей добывать, это большое терпение, и надо куда-то в другое место съездить, даже не сходить, а съездить подальше. Тут перелет слабенький. У нас тут пока тишина. Вообще уток нету. Перелетные утки, они такие. Вот кто тут был, сейчас уже дальше на север улетели. Ждем новых. И бывает так, что, скажем, вот они прилетают и улетают на север. И на севере резко меняется погода, становится холоднее. И, как ни странно, они возвращаются. Прям партия за партией улетают обратно, где вот потеплее. И был год, когда на этом болоте где-то неделю гуси и утки переждали погоду. Неделю. Они просто... Это болото кишело уткам. Но болото это большое, а здесь вот этот участок, и там еще дальше там огромное болото. И просто сотни уток и гусей тут летали, жили, и неделю были такие утрянки, что вот стреляешь вдоволь. И в один прекрасное утро пошел, знаете, вот это прекрасное утро, наоборот, такое вот, со снегопадом такое вот.
снег шел, такой небольшие заморозки. Но в это утро партия за партией непрерывно взлеты, взлеты, взлеты и все. Утки, гуси вот за одно утро все, что вот здесь неделю отдыхали, они махом все улетели. И на следующее утро я прихожу, уже все тише на болоте. Ну так, кто вот остается гнездиться, там несколько пар, там парные утки летали туда-сюда и все. Основная масса просто взяла и улетела. И вот сейчас вот когда я шел, вот тоже ни одной утки, ни взлетов, ни криков я не услышал, ни летающих. Это о многом тоже говорит, что Олег надеется надо, на шансов, я не знаю, будет ли кого-то добыть, но надо ждать. Конечно, на охоте это терпение нужно, как и на рыбалке. Просто надо ждать. Где-то сегодня 7 число, где-то 8, 9, вот основные перелеты тоже бывают. И у нас еще бывает перелет на 14-15, вот такие числа, хорошие перелеты. Потом уже крайний перелет где-то числах 22, тогда уже черные утки идут. Вот это все, это уже хохлатая чернить, вот, и крупных размеров, которые там 3 вида тоже их. И вот черные утки. Все, это уже последние такие вот северные утки, которые уже идут. Но у нас охота до 14 числа. Не просто до 14, как бы на охоту может еще 1, 2, 3 раза я сюда приду или нет. А потом мне просто надоедает. Посмотрим, как сегодняшние сутки пройдут там. Даже не сутки, а вечерняя, утренняя зорька. Но я еще сюда приду, конечно же. Потому что на болоте очень много воды. В принципе, терпимо. Нам много не надо, там несколько уток, если удастся добыть, это уже хороший результат. Вот так сижу, замаскировался. Для выстрела также все подготовлено. Прошлый раз вот я тоже много болтал, рассказывал, как бы не болтая, а рассказывал о былом. И я вот вижу камеру, все хорошо снимаю, думаю, камера передает мое лицо. Оказывается, я уже сидел в темноте, даже ничего не видно. И выстрелы так получились, что уже как будто вот я-то вижу прекрасно, а камера уже не передает то, что там на улице. Потому что я замаскировался, и уже когда начинает темнеть. Ладно, давайте. Я сейчас пью чай. И пока не буду включаться. До первой утки там. Если не будет утки, значит не будет. Будет, будем снимать. Охотники уже подтягиваются. За мной 2 охотника шли. Один каракат спустился. Я это ничего не стал уже снимать. И сейчас еще слышу, каракат там подъехал. Так что здесь уже 3 охотника, кроме меня, еще будут. На вечер уже пришли. Короче, ребят, рассказываю. Уже начинает немножко вечереть, темнеет уже. Пропустил одну утку. Я сидел там в шалаше. Одна кряква, вообще в упор здесь пролетела вон туда. И буквально минуту назад здесь услышал кряканье. Кряквы летят где. А вот я в той стороне смотрю, не понимаю, с какой стороны я услышал этот кряк. Оказывается, ребят, с правой стороны, вот тут прям возле меня пролетели 2 штуки. И вдогонку еще низом одна кряква. Также их догоняет, летит. Он уже быстрее. А первый я так не спеша. Вот, получается, за вечер 4 утки я видел. И все крякают. Лодочные моторы по реке лодки ходят. И вообще тоже не стреляют. Тишина какая-то.
Там по соседству выше 3 выстрела слышал. Вот так. Чирков вообще нету. Какая-то ветер какой-то тихий сегодня. Но хотя шанс был у меня уже 2 раза даже. Пропустил я крякву. Пролетели. Не успел. Буквально тут 2 самца сидело. Широконоски подлетали. Капец. Вон туда сперва сели. Потом перелетели вот сюда. Буквально там в упор. Но я не подготовлен был вообще. У меня камера выключена, пока из-под с кармана вытащил. Короче, улетели. Вот это да. Почему-то они сюда потом перелетели. Вроде 3 штуки было. 2 самца. 3-й самец он поднялся и улетел. А эти 2 сели, не стали кормиться, а просто сидели. Каких-то 2 секунды не хватило, я бы в лед бахнул их. Ну вот, ребят, я уже укрылся. В общем, затопил печку. Печка пока так себе горит. Поставил, сейчас покажу. Поставил котелок. Также буду кипятить чай. Пускай будет. Кушать вообще не хочется. Печка загорается, тут разгорается. Сейчас будет тепло. Тут немножко как бы все открыто. Но сегодня поплотнее закрыл. Да и ветра нету. Там еще вот эту щель надо как-то упор сделать. Ну, в принципе, пару часов можно посидеть и возле такой печи. Ну, на будущее, конечно, буду думать. Эту печку, наверное, обратно домой увезу, а вместо этого другое что-нибудь придумаю. Как бы вот эта конструкция чуть-чуть меня немножко расстроила, потому что неудобно дрова там подкидывать, навес вот этот надо ремонтировать. В общем, в негодном состоянии становится. Ну и чуть-чуть побольше нужен. Вот. Но это уже в будущем сезоне. А в этом сезоне пока так. Вот. Ладно, ребят, я сейчас, если получится, также в прямой эфир зайду, поболтаю и чуть позже включусь. А сейчас буду греться. На улице холодно, вообще без выстрела. У меня вот тут ружье, патронтаж полный. Ни одного патрона не выстрелил. Ну, не в кого стрелять. Как бы шанс был 2 раза, но, как говорил я, пропустил их. Улетели. Вот. Такие дела. Такой вечер был. Без выстрела. Ну вот. Сейчас уже 12 часов. Уже 12 часов и 8 минут. Закипел наконец-то котелок с водой. 2 часа пришлось ждать. Я заходил сейчас в прямой эфир, поболтал, пообщался с подписчиками. Сейчас заварю чай попью. Ну и буду отдыхать. Где-то часик. Так, это не то.
так все это выглядит. Ружье тут у меня, патроны. Здесь всяко разная хлама. Тут у меня кружка. Ну и сахарный песок. С термоса всю воду, чай выпил. Уток нету, к сожалению. Совсем. Я не слышал еще, чтобы вот где-то кто-то кричал. Вот так, один пакет вполне достаточно. Ложка. В прошлом видео я озвучивал, что ложки не могу найти. Это у меня в рюкзаке, оказывается, и был. Я сразу не нашел. Вот. Хлеб, хлебушек, воробушек. Так же, как и в прошлое видео, у меня яйцо. Вообще кушать не хочется, но все равно с чаем попью. Яйцо там, пока чай заваривается. Печка греет. Но на улице сегодня холодно. Может даже и лужи замерзнут. Подморозит капитально. Прям не чувствуется вот этого тепла, который должен быть весной. Вот вообще нету этого тепла. Пока данный момент. Ну и яйцо. Утренняя зорька уже начинается. Местами слышно, как стреляют. Вон там спереди там стреляли и сзади, где-то на реке. У меня тут пока тишина, но уже начинает расцветать. В общем, будем ждать. Стороной прошли. Штук 5, наверное, или 6 там связи были. И все. Короче, сижу, пока без выстрела. Уже рассвело. Нифига не удается. Сегодня у меня полный ноль. Вот так практически нету. 3 штуки вот здесь пролетели и 2 штуки оттуда. Эти 2, возможно, бы и круг дали. Но я дернулся, и они заметили, ушли сразу же, моментально. Пока ни одного патрона сегодня не стрелял. Вообще. Ну что, ребят, думаю, пора собраться и идти домой. Можно считать уже, что сегодняшняя охота у нас пустая. Уток нету. Уток просто нету. Не знаю, когда-то будет или нет. Но я еще, конечно же, приду. Я вещи оставлю, как и в прошлый раз. Простыл. Колени замерзли. Пока стоял, лежал, сидел тут.
Ну, бывает не первый раз такая охота, когда густо, когда пусто. Разные охоты бывало. Бывает, стреляешь, в утку не попадаешь, там патронтаж спустишь и одна-две утки только. Сегодня вообще уток нету, не у кого стрелять там. 2 или 3 раза так пролетели, мимолетно так, быстро и все. Соседи изредка так стреляли, на реке так тоже. Ну там на реке там другая политика, там летают высоко. А здесь уже как бы обнадеживает, ждешь, и все равно время от времени утка сядет и как бы удается добыть, чем на реке. Вот. Если до этой минуты уток не было, сейчас бесполезно уже дальше ждать. Я просто уже начал полностью остывать, надо идти. Согреться, наверное, знаете, вот там пройдусь, возможно, там присмотрю место, может, ну, вряд ли, наверное, там, конечно, такой открытого водоема там нету, но все равно гляну, посмотрю, заодно согреюсь. Вот видите, ни одной нету. Ночью кряква так, и с утра вон там где-то слышно было. Одна кряква. Чирки в темноте я слышал несколько раз. И все. Опять уже все, заглохли все, никто нигде не стреляет. Резко все как-то замолкло все. Видать, утренняя зорька, можно считать, закончена. Позади меня вон там шалаш. Мне надо идти вон туда, в том направлении. Я обычно выхожу. А сегодня решил вот здесь пройтись, вот тут. Посмотреть это место. Здесь, смотрите, все плавает. Ходуном ходит. Ну и дубак, ребят. Я реально начал мерзнуть. Но везде однотонно. Как бы вода есть, но такой открытой местности нету. Везде трава. Все равно посмотрю. Кулик. Он вроде тоже в красной книге. Добывать нельзя. Но отсюда я еще вижу шалаш свой. А тут, короче, ничего хорошего я просто не увидел. Вот тут этот пятачок более-менее с водой. А в остальном все сухо. Ну как, трава там, мох. Хотя тут открытое место хорошее. Просто водоема нету. Мало воды. А так, в принципе, здесь такая вот ширь хорошая. Да. Жалко, конечно. Недостаточно воды. Даже на том месте, где я сижу, чуть-чуть маловато. Здесь попросторнее. Ладно, сейчас пойду к тому лесу, и уже по лесу я пойду к дороге. Посмотрел, увидел. Вот тут такие семена, вот смотрите. Вот. Семена. Один раз было, как я крякву, в лед стрелял, и вижу, как кряква упала.
И грудина весь такой вот этот, как сказать, такой, ну, я не знаю, семена эти вот и грудь разбилась при падении об дерево, она стукнулся, она тутка стукнулась. Кулики. И так получилось, что я даже подумал, что за паразиты там. А это, оказывается, семена. Он кормится, утка, этими семенами. Зоб, горло, все набито было. И вот это все, короче, наружу все вывалилось. Потом понял, что это не паразит какой-то, а обычные семена. Кормится. Где-то вот с этих кустиков, наверное, мой. Я уже иду по лесу. Тут, короче, нашел что-то. Это, наверное, дети что-то начинали строить. Типа шалаша. Ну да. Топором рубили. Типа землянки вот тут. Начинали что-то рыть. Такое место. И здесь такой сруб. Все сделано топором. Ну, после школы, наверное. Или же выходные дни. Но что-то у них не пошло. Здесь лес заканчивается, и уже по болоту еще остается метров 200, наверное, пройти. Там дорога будет. Ну вот и все. Я у реки. Сейчас буду переходить речку. Короче, пока шел возле гаража, я видел одного зайца. Не такой крупный был, белый, но спина уже становится коричневой. В общем, уже начал линять. Больше никого не видел. Все. На этом будем заканчивать сегодня. На болото еще будет поход. Еще сходим. Еще будет охота. Так что оставайтесь на канале и ждите очередной поход на наш шалаш. А я пошел домой. Все, пока.